Рахмат. Бактыгүл айтсаңыздар, бюджет боюнча, Бактыгүл Жаныбаевна, бизде өкмөттүн распоряжениясы бар да, в рамках открытого правительства, то, что все данные, все будет это декларироваться публично и прозрачно. Насколько это соблюдается с вашей стороны? Это требование. Группа экспертов даже методологию, оказывается, Минфин предоставляла, чтобы вот для реализации объектов по мониторингу внешней помощи дать. Вы знаете, на самом-то деле на сегодня, значит, компании, которые участвуют в государственных закупках, на портале, они публикуют свои данные. Значит, вы сами знаете, что информация по компаниям, по их учредителям, она является открытой, доступной, значит, для всех. Здесь речь идет о том, о конечных бенефициариях. Вот конечные бенефициарии иногда могут быть, значит, не равнозначны их учредителям. Вот в этом плане, значит, Министерство финансов не является, коллеги, можно потише? Не является тем органом, которое, значит, имеет, значит, право запрашивать такие данные. Поэтому, значит, закон о государственных закупках или, возможно, в какой-то другой закон понадобятся, может быть, дополнительные поправки. То есть вы считаете, что Минфин, государство абсолютно прозрачно, да? По крайней мере, значит, мы максимально стараемся, значит, прозрачно публиковать все закупки, всю по имеющейся нам информации. Я почему спрашиваю? Потому что при предоставлении второго транша, да, прям там черным по белому в новостях прошло то, что обязательное требование доноров именно прозрачность. То есть раз они это обозначили, значит есть сомнения. Нет, именно в прозрачности. Я вот как раз вот то, что сейчас сказала. Вы сейчас про гос отделили, именно вы говорите о том, что именно в вопросах госзакупки был вопрос, нет, да? Нет, да, вопрос вот в этом был. Значит, оно так и так прозрачно, сомнений не было, но просто вот бенефициарный получатель конечный, он не всегда равен учредителю. Вот в этом вопрос. То есть там речь шла о бенефициариях, конечных получателях, выгодополучателях. Только в этом. А так сомнений не было. Хорошо, спасибо. Иркин Шамшидинович, замдиректор МВФ, интервью берет это беспрецедентная высокая неопределенность в экономике нашей. Что он имеет в виду? Мы на грани банкротства деген сөз бе? Простыми словами. Эльвира Джералбековна, наше Министерство экономики, оно рассчитало некоторые сценарии прогноза роста ВВП до конца года. Базовый сценарий у нас предполагает снижение объема ВВП на 5,3% в сравнении с прошлым годом. У нас все плохо в понимании международных доноров. Я правильно интерпретировала его слова? Ну, здесь разные оценки. Нет, давайте мы научимся и с населением, и с депутатами быть предельно откровенными. Потому что мы должны людям говорить, как есть. Что на сейчас, какое положение в экономике? Международные доноры, прежде чем давать деньги, открыто говорят, нет транспарентности, нет прозрачности. И мы на грани банкротства, деп МВФ-тен зам айтып атат. Чин бы? Вы же экономист. У нас есть собственные оценки, от которых мы отталкиваемся. Есть данные за первый квартал, которые показывают квартальный рост 1,5%. Но это с учетом января-февраля, где у нас был рост. А у нас в марте отрицательно минус 2,8%. По году мы прогнозируем минус 5,3%. Мы от этих цифр отталкиваемся. Таможня турса доходтар жоқ болсо налоговый деле мен суроо берем го. Смотрите, потом вот режим ЧП вы признали форс-мажором, правильно? Обстоятельства непреодолимой силы, да. Ну, форс-мажор. Это означает во всех договорах форс-мажор, это значит неуплата денег. То есть за апрель месяц все бизнесмены, которые действуют согласно договора, не смогут собирать со своих там арендаторов, субарендаторов деньги. Но в ответ
государство со своей стороны продолжает за этот период форс-мажора требовать деньги. Соцфонд, налоговая. То есть получается, как-то это одностороннее. Вам не кажется? Обстоятельством непреодолимой силы признано только в отношении исполнения налоговых и социальных обязательств. Но это же обозначает, что за апрель месяц государство не должно брать никаких денег. Если говорить юридическим, простым языком, то, что вы говорите, формально вы признали, но в жизни, в реальности налоговая будет продолжать требовать эти деньги. Банки будут продолжать свои кредиты требовать, правильно же? Давайте мы либо до конца научимся соответствовать, да, букве закона, либо не быть половинчатыми, либо не врать народу. Я это к чему говорю? Вчера здесь представители мэрии есть. Я вижу, акимята кто-то был, да? Мэрия Барсару? Мэрии нет. Вы представляете, мэрия вносит штраф от 1 до 5 тысяч сом с граждан, которые не носят маски. Даже доктора говорят, в открытом пространстве маски не нужны. В закрытом помещении маски должны быть, в открытом не нужны. Как вы их собираетесь штрафовать? Плюс одна маска стоит в аптеке 12 сом, на базарах 20-25 сом. И в день, согласно заключению врачей, в день маски надо менять каждые 3 часа, то есть в день 50 сомов. Как вы собираетесь штрафовать людей, у которых не было дохода 1,5 месяца? Урматтой өкмөт. Это же издевательство. Потом вы удивляетесь, что в регионах бунты назревают. И те люди, которые к таким заключениям приводят, я прошу вас, өкмөт, связаться и объяснить уважаемому мэру и всем сотрудникам, что есть вещи, которые надо брать в расчет. Потом эти очереди за справками в налоговой, это вообще абсурд и нонсенс, уважаемая налоговая. Зачем люди там кучкуются и стоят и разносят вирус? И бессимптомники бар деп өзүңөр айтып атасыңар. Аларды ар бир райондун маңдайына карасаңыздар, 100 адам турат. Это вообще такого не должно быть. Или вы каждого гражданина, у вас же не базы данных, у вас нет синхронности между ведомствами. Зачем такое придумывать и усложнять жизнь этим людям? В режиме ЧП, в режиме ЧС государство обязано обеспечивать не только крайне уязвимых, но всех, кто в этом режиме не работает, включая госслужащих тоже. Но мы же этого не делали, а теперь, выпуская их на свободу, мы говорим, мы публично не можем признать, мы боимся распространения вируса, поэтому мы не дали возможность выйти на работу маршруткам, мы не даем возможность работать автобусам. Надо же это просто признать, давайте открыто разговаривать с населением. Оно не понимает, что происходит. И оно только видит 120 миллионов транш второй. А что вы дыры латаете, государство об этом не знает. И я думаю, таможня и налоговая, вы сейчас должны открыто признать, что мы все эти 30 лет живем за счет авансовых платежей. И что реальная картина через 2-3 месяца по полной программе вылезет. Поэтому МВФ открытым контекстом говорит, Кыргызстан на грани банкротства. Когда вы это признаете и будете с народом говорить откровенно, тогда и народ начнет вас слушаться и слышать. А сейчас только они видят, что поступают деньги, но они не понимают, куда их расходуют. И вчера Алайдан келген бир жигит видео тартып атат. Находится в больнице, главврач говорит, прямо на камеру уялбай, главврач этой больницы говорит, если сенде коронавирус чыкпаса, анализ боюнча, жаткан тамагың үчүн сен төлөйсүң деп. Ушундай доктурларды кармаган Минздрав. Каяктап атасыңар? Конечно, он ел ишенбейт. Конечно, будет скрывать симптомы, бессимптомно друг друга будем заражать. Люди боятся, аянда мен де төлөтөт турбайбы деп. Зачем придумывать такие вещи? Штрафы в день, когда люди не работают. Потом баткенде окуяларды айтып атасыңар, да, видео ел жүктөп атат баткендиктер, урматтуу таможня. Цистерны грузами, вот эти огромные машины ездят. Мен сурасам публично, өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, контрабанда жок деп. Азыр камера айтып коелачы, контрабанда барбы? Сиздин жоогуңуздан кийин мен баткендиктерден сурамдам да ошонун баарын видеону жүктөгүлө деп. Эльвира Жыргалбековна, саламатсыздарбы? Эми биринчиден контрабанда боюнча экспортты контрабанда бул кандай болуп атат ал жерде? Тиги заправкаларга куюлуп атат, ал жерден уже каждый физлицо өзүнүн машинесине куюп чыгып кетип атат. Такого системной контрабанды нету. Граница жабык болсо, Таджикстанда коронавирус күчөп атса, границада биздин эмелерибиз пограничтер атылып атса, эмнеге жаппайсыңар анда?
перевозкалар жүріп жатат азыр. Перемещение физлиц, оно сейчас ограничено, а перемещение грузов идет. То есть все, которые там вот эти цистерны пересекают границы, это все официальные Эльвира предприниматели, Джалбековна, которые еще раз, платят налоги, туда правильно? цистернами ГСМ не пересекает Таджикстанга. Я, конечно, очень извиняюсь, да. Вы посидите один день, вот у вас телефон есть, вот сейчас будете сидеть, промежутки полистайте, видео загружаются. Я не говорю за себя. Хорошо, я скажу, что я вам верю. И когда я в комментариях пишу, нет, контрабанды нет, уважаемые кыргызстанцы, это люди, это там предпринимательство, которые платят налоги, это добросовестные предприниматели ДСМ, они надо мной смеются. Вы там в доле сидите, поэтому вот видео каравалгладып. Но эти вещи же открыты. У нас проблема мискоммуникация доходит. Мы не слышим народ не понимает, о чем мы говорим. На местах барды бизге жүктеп атышат видеоларды. Буну өзүңүз кийин видеодан тактап, я когда скачаю, я вам лично тоже это отправлю, потом будете рассказывать, есть там контрабанда или нет. Но я считаю, что пока вот эти вещи мы не научимся открыто говорить и открыто народу доносить, что мы не врем, нам никто уже не верит, включая депутатам, потому что мы за вас заступаемся в соцсетях, в комментариях. Нет, өкмөт алдаган жок деп. Аягында бизди да күнөөлөп салып атышат. Анан дагы бир суроо, соцфонд жок экен. Эркин Шамшидинович, мына азыр апрель айында ишкерлер деген не дистанционно, без содержания сотрудниктерин кетирип атышат да. Арасында сотрудниктерине толугу менен эмесин акысын төлөп берген ишкерлер бар экен да. Ошол ишкерлерди соцфонддон төлөгөн акысынан бошото аласыңарбы? Именно апрель айда. Карап чыгайлы, Эльвира Жыргалбековна. Вы понимаете, у них два выбора. Вот коррупцияны айтып атасыздар да, теневую экономиканы. Биринчиден, они могут что сделать? Они могут просто выплатить в конвертах эти деньги, либо они могут выплатить официально, но если вы их освободите, это все как бы будет считаться, что они не укрывали. То есть вы, государство, тоже должны вот эти вещи как-то в расчет брать, по-честному. И я вам хочу еще одно обращение делать. Ко мне в соцсетях обратились торговцы ТРК «Караван», говорят, что государство требует с них оплатить арендную плату. Я Фуги здесь вижу, он, как всегда, в угол спрятался, говорю, мен сізді көрдім. Эмнеге мындай нерселер чыгып атат? Эльвира Жылгалбековна, андай эмес, эч ким акчаны доолаган жок. Биз наоборот азыр 2 айга бошотолу деген демилгени көтөрүп, токтом жүрүп атат. Эч кимден акчаны доолаган жок. Андай сөздөр жок. Сиз мынтип айтып атасыздар да, макул. Парламентте биз силерди аябай көндүрүп турубуз да. Сизди угуп алып анан макул, рахмат деп айтып атабыз. Бюджетти колдоп беребиз. Это здесь эта цифра, от них никуда не денешься, как есть. Но вы поймите, в реальности то, что вы говорите, так не происходит. Там жалуются, либо это субарендаторы жалуются на арендаторов, и арендаторы ссылаются на вас. Вы между собой там разберитесь в караване. Если караванда ошондой болсо, анда бүт частный торговый центрлердин баары ошону үлгү катары алып алып туруп, элдин баарын азыр кыйнап чыгат. Аягында келип сизге урунат да бунун баарычы. Сиз бияка эми макул мага ошону жооп берип койдуңуз. А мындай по факту текшерип келгенде арыздар чыгып атат. И эл түшүнбөй атат. Арендаторбу, субарендаторбу, сиз буну ачык жарыялап, анда билениерле. Караван деген апрель айында 1 тыйын чогултпайт деп. Эч кимден эч кандай талап коюлбайт. Бошоттук деп айткыла, и отсрочкасы да жок деп айткыла. Как есть. А если вы говорите, что как мына налоговый азыр биякта турат, 1 июльга чейин эле бошоттук, но бошоткон жокпуз. Июльда баары бир төлөйсүңөр деген сөз болсо, анда субарендаторлор аргасыз азыр чогултуп атат. Кийин сразу оптом мындай акчаны чогулта албайм деп. Ошону ачык айтыш керек. Азыр камерага сиз кимди алдап койгонсуз, мен да түшүнгөн жокмун да. Июльда чогулат баары бир. Туурабы бул акчалардын баары? Полностью бошотулбайт 100%. Туура да. Ошону расчетко алып туруп, ачык сүйлөгөндү давайте үйрөнөлү. Рахмат. Жумагүл Шариповна, мен мыйзамды колдойм, түшүнөм, негизи страхование бизге келиш керек, бирок бир суроодо азыркы учурда менин билишимче Чүй областында 80% үйлөр техоценка жок. Анан деген страховой случай келгенде, ну это обязательно страхование деп атабыз да. Кийин ушу мамлекеттик же жеке компаниялар деген ошону лазейка кылып колдонуп, анан деген төлөбөй коёбу деген мындай шектер келип, мисалы мага как инициатор катары, ушу соинициатор катары страхованияны улам колдоп келгенде ушундай суроолор берилип атат да. Негизи региондордо
чүйдөгүдөй эле 80% тех жок. Документ жоқ. Біз Анан страховой случай келгенде кантесиңер? мындай болуп атат. Страховой случай келгенде постфактум они оформляют вот этот как был дом. Вот. И мы, ну, у нас формула есть. Эльвира Жолбековна, допустим, жана мен айткандай чатыр болсо ошонча сумма кетет, допустим, дувалдары жаракат кетсе определенная сумма пол, и методика бул өкмөт тарабынан бекитилген, ошо методика боюнча төлөп беребиз. Анан дагы бир нерсени айтып кетишим керек. Биз как мамлекеттик и социальный проект катары төлөөгө кызыктарбыз. Эгерде төлөмдөр, ну, бар, мына былтыр 19-жылы 4 Жок, төлөм мен сизди болду. күнөөлөгөн жокмун, же мен сизди төлөбөйт деп айткан жокмун. Менде шек жок. Бул керектүү нерселер. Биз цивилдүү мамлекет катары мындай цивилдүү жол менен кетиш керекпиз. Бирок эмнеге сиздер өкмөттүн астында полностью Кыргызстандагы бүт үйлөрдү технический оценка кылып, техпаспорттарды жасатыш керек деген эмнеге мындай талапты коюп азыркыга чейин кое элексиздер? Бул биринчиси. Экинчиси деген мына жана биз карап атканда банктар боюнча мына мен коллегам суроо берип кетти. 1,5 миллиардтап жанакы банктарга берип атабыз деп. Эмнеге ушундай суммаларды андан көрө жарандарыбыздын жүгүн жеңилдетип, ошол жактан эмнеге биз жардам бере албай жатабыз? Сиз ушундай маселени өкмөттөн көтөрдүңүз беле? Инвентаризация. Арзбек Орузбекович, сиз министр экономикада болгонсуз, билесиз. Мындай маселе чыгат баары бери. Улам эртең бирсүүнү бул кымбаттайт. Бюджеттен мындан 5 жылдан кийин мындан да чоң акча керек болот. Азыркы учурда ушундай маселелерди мына 30 жылдан бери региондордун 80%-inde техоценка жасалган жок, айылдарды, кыштактарды, үйлөрдө. Техоценкасы жок, паспортизация жок үйлөрдүн балдары, паспорт ала албайт. 80% жарандарыбыз коррупция жолу менен взятка берип атып, кимисине билбейм. Бирок ортодо кошунанын үйүндө прописка кылып, же шаардык туугандардын үйүндө прописка кылып, ишул махинациянын жолу менен мамлекет ошол коррупцияны билип, карап, получается, көзөмөлдөп келе жатасыңар. Эмнеге ошол жакты антикоррупционный рисктер деп, эмнеге бул маселени эч ким көтөрбөйт? Сиз туура айтып атасыз. Мен вот айтып атам, что государственная страховая организацияны бир положительный моменты, что ушул инвентаризация нужна деген маселеге келдик. Себеби действительно 80% жарандарда эч кандай документ жок. Даже обыкновенный правоустанавливающий документтер жок экен көбүнчө. Я вас понимаю, вы свою работу в рамках своих полномочий вы это делаете, правильно делаете. Просто я вас прошу, поднимайте этот вопрос, потому что в итоге народ не будет страховаться добровольно. Понимаете? Потому что они знают, что у меня техпаспорта нет. Мен даже паспорт ала албайм деп ызы чыгып атат. Поэтому бул маселени сөзсүз түрдө прям это кровь из носа это надо делать. И каждый раз, когда будете поднимать, каждый раз объясняйте, какие там за этим вопросом стоят коррупционные риски. Потому что вы в пример Турцию приводите, вот те страны приводите, мы хорошо с вами их пример изучили на практике, да? Но по факту аларда деген эмеде интернетти ачканда карта турат. Ар бир үй турат. Квадратурасы, эмеси менен, высота, все вот визуальная картина есть. Бизде андай жок. Анан ортодо деген эл силерди аянда тытып жатып калат. Туурабы? Вы на места ездите, я знаю, что вы работаете, по регионам сами ездите, каждый при страховых случаях конкретно перепроверяете. Но вот это большой коррупционный риск. И очень много потом, может быть, каких-то недочетов болсо, техпаспортым жоктен, аркасында ушунчалык коррупция бар экен, мен дагы суранып кетем, ушуну обязательно өкмөт начальствоңузга айтыңыздар. Рахмат. Бактыгүл Жаныбековна, сизге жана суроо бердим эле, чото мага жооп берген жоксуз. Кыргызстанда 476 айыл өкмөтүндөгү 477 делегированный полномочия менен закрепленный при айыл өкмөтү экономисты, статисты работают. Алардын акыларын февраль-марттыкын апрелде заплатили, болгон айлыгы 8-9 миң сом. А теперь майдыкын, мына 12 май, апрелдикин дагы эле төрөйлүк да. Канча керек десе, мына мен Нацраткомго запрос кылсам 8 миллион сом дейт да. По всей стране 477 адам. Эмнеге булардын акылары задерживается? Бул бир суроо айтсаңыз. Мы обязательно выплатим. Задержкалар болот. Это они же не по статье заработной платы идут, они идут по статье целевые трансферты, к сожалению. И, к сожалению, по статьям... Я все понимаю, да, но когда весенние полевые работы горели, они все на полях собирали для вас и для Минсельхоза информацию. Минсельхоз эмнеге мындайда силер буларды колдобойсуңар. Маалымат керек болгондо булар чуркап беришет. Бул бир.
Экинчи, мына маалымат булактарына чыгып атат, интернет булактарында. Сокулуктагы тиги продукты саткан элдерди центр базардан кууп, милиция кууп атат да. Ошо сокулук вообще не везет на акимов да. Жарыба койду да. Өкмөт түшүндүрүп бергилечи. Эмнеге Бишкектеги продуктовый базар, Орто Сайскиден, Дордой продуктовыйдан, Аламбидин продуктовыйдан чем отличается Сокулук продуктовый? Им, во-первых, они в город не могут заехать, чтобы хоть каким-то бизнесом окат кылганы. Запрет коп койдуңар, блокпостторду. И иштебеген термометрмен, я не знаю, зачем это, конечно, все придумано. А сейчас еще мына жазып атат, тиги окатын кылса, продуктларын баарын жүктөп алып, милиция жүктөп кетип атат. Вы зачем так издеваетесь над людьми? Мы не помогаем государству, так хотя бы оставьте их в покое, пусть они зарабатывают. Эркен Шамшидинович, Мы уточним это вам не информацию. уточним, это вот видео, я вам хотите сейчас покажу, прям Уточним, видео, как они там разберемся. милиция продукты у них забирает. Если государство не могут кормить, хотя бы не издевайтесь так. Үстү жактан тиги кара десеңер, ылдый жактан башка чаптырган токтотуш керек да. Анан таң калып атасыңар, эмнеде региондордо эл ызычуу болуп атат деп. Үстү жактан өкмөт бир посыл берип атабыз. Биз бул жактан башкача посыл берип атабыз. А ортодо ылдый жакта иштегениңер ушундай бир кызыктаа система болуп атат да. Это откровенный саботаж происходящего. Мы А разберемся, простые нельзя граждане вот так азык-түлүк будут чекте болуш разбираться. керек. Вообще-то прекращайте вот такие вещи. И маразм с справками тоже прекращайте. Вы добьетесь бунта, понимаете? Лучше Минздрав, Мадумин Каратаевич, отрасль, давайте разъяснительные работы делать. Давайте людям разъяснять, что маска – это правильно. В открытом пространстве маски не нужны. В закрытом помещении они нужны. Это же вы, как медик, лучше меня знаете. Түшүндүрбөйсүңөр жанындагы шефтериңерге. Эмне күчкө салып, эште чыккандарда 5000 сом штраф салат дейт. Бир күндө масканы дегенде алмаштырган жоксуң. Он просто эту грязную маску месяц будет носить, и милиция көргөндө будет одевать. И вы еще хуже людей ортасыңар анда. Уже все, хватит издеваться. Эл ишенбей калды, бизге да ишенбейт. Силерди коргоон бизди шылдыңдап атат. Рахмат.